ничья территория и дерево ничье. Я без машины не могу. Я ходить почти не могу. Жители Альметьевска с прошлой недели пытаются добиться возмещения ущерба за поврежденный автомобиль, на который упало дерево. Каким будет урожай следующего года? Решается уже сегодня. В Заинске завершают уборку зерновых и приступили к севу озимы, ржи. Без риска, но с адреналином. 2, 1, старт. Спортивно-технический фестиваль на юго-востоке республики. От кого зависела победа экипажа и что ожидало команды на финише? Это новости Юго-Востока. Здравствуйте, в студии Елена Золотарева. Жители Альметьевска уже 4 дня пытаются добиться возмещения ущерба за поврежденный автомобиль. На машину упало дерево. Владелец обратился в управляющую компанию, но ему ответили, что этот участок к ним не относится. Пострадавший пытался выяснить, чья же это территория, но все оказалось безрезультатно. Между тем время идет, а в машине мужчина нуждается каждый день. Он имеет инвалидность и без автомобиля передвигаться не может. Тему продолжит моя коллега Елена Бауэр. И вдруг раздался грохот. Я думал, у меня крыша полетела. Смотрим, а здесь дерево валяется. Габдельвахид Гизатуллин уже несколько дней пытается добиться от управляющей компании «Инновация» возмещения ущерба за поврежденный автомобиль. В субботу, 12 августа, на машину упало дерево. После инцидента мужчина не может открыть капот, и это затрудняет оценить все повреждения. Впоследствии, пока крышка не открывается, я не знаю, что еще внутри случилось. Откуда не то вода, не то жидкость вытекла оттуда. Мужчина инвалид второй группы и передвигается только опираясь на трость. Возраст тоже сказывается на здоровье, поэтому, как говорит он сам, машина ему жизненно необходима. Я без машины не могу. Я ходить почти не могу. С начала недели мужчина вынужден обивать пороги разных инстанций в надежде получить компенсацию на ремонт машины. Управляющая компания «Инновация», которая обслуживает этот дом, отвечает Габдельвахиду Гизатуллину, что это не их территория. Когда пошли туда, но они, я не знаю, почему-то потребовали документ на машину. Ну, показали. А дальше говорят, надо дать заявку. Это, говорит, не наша территория. Финансовая сторона вопроса для пострадавшего обостряется еще и тем, что автомобиль не был застрахован. А юристы предупреждают, чтобы получить компенсацию, нужно точно знать, с кого спрашивать. Виновника установить можно, узнав, в чьей компетенции находится данное дерево. ЖЭО, департамент, исполком, частное лицо или организация. После нужно установить сумму ущерба. Необходимо обратиться к независимому оценщику, уведомив телеграммой предполагаемых виновников происшествия. После получения независимой оценки пострадавшая сторона может обратиться к виновнику с претензией. Важно приложить реквизиты банковского счета и предложить в досудебном порядке возместить ущерб. После истечения срока претензии, как правило, 10 дней со дня получения, вы можете обратиться в суд. Суд взыщет ущерб с надлежащего ответчика. А в ситуации Габдельвахида Гизатуллина управляющая компания «Инновация» посоветовала обратиться в департамент экологии и благоустройства. Впрочем, там мужчину отправили обратно и заявили, что это ответственность управляющей компании. И чтобы вопрос не завис, мужчина уже составил и зарегистрировал претензию на имя главы района Тимура Нагуманова. Елена Бауэр, Антон Николаев, новости Юго-Востока. В Бавлинском районе экологи выявили свалку. Площадь захламленного участка составила 535 квадратных метров. Она выявлена на территории татарско-кандышского сельского поселения. Арендатору земель сельхозназначения предстоит убрать свалку в течение 60 дней. А вот в Узнакаевском районе мусорную свалку уже ликвидировали. Это было в Урсаевском сельском поселении. Там экологи обнаружили склад строительных и древесных отходов. Свалка занимала площадь в 400 квадратных метров. В Альметьевске гимназия имени Фахриддина готовится к встрече со своими школьниками и педагогами. В школе с февраля идет большой капитальный ремонт. Он преобразит все помещения здания. Новые парты, окна, двери – это еще не все сюрпризы для школьников. Изменились спортивные залы и бассейн. По-новому зазвучит актовый зал. Кроме того, центральный вход, которым не пользовались 10 лет, наконец откроет свои двери. И о том, как все проходит и чье послание встретит в новом учебном году ребят, расскажет моя коллега Катерина Машинцева. 10 лет мы ходили с другой стороны, но сейчас вернулись к своему историческому началу. Гимназия номер 1 имени Фахриддина переживает большие и приятные перемены. В школу пришел капитальный ремонт. Он начался еще в феврале этого года. Теперь центральный вход таким и будет. Здесь появится КПП с турникетами и металлорамками, наружное и внутреннее видеонаблюдение, охранная сигнализация. А встречать школьников будет послание поэта.
На самой большой стене, вот здесь будет высказывание Ризаддина Фахриддина: приобретение знаний – самое великое дело, самое заветное желание. Сад гимназии пополнится новыми растениями: смородина, триплоидная осина, кусты сирени, бегония, петунии, бархатцы. Появится небольшой огород с бобовыми и овощами. Фируза Валиуллина – директор школы с 2012 года. Для нее это как второй дом, поэтому к ремонту отнеслась со всей серьезностью и придирчивостью хозяйки. Пока у одних каникулы и отпуска, на все лето в своей школе выбирала цвета стен и контролировала работу. Сейчас актовый зал преобразился, используются самые современные технологии, акустические панели, которые позволяют держать звук не передаваться эху. Рассчитанный на 250 мест, актовый зал скоро обзаведется новыми креслами, занавесом, проектором, экраном и акустической системой. В гимназии есть 2 школьных театра, поэтому ребятам будет где развернуться и показать новые постановки. Капремонт был запланирован решением Кабинета министров Республики Татарстан. Выделено 135 миллионов рублей. Работы начали с полного ремонта кровли, замены электросетей, системы отопления, окон и дверей. Здание изменяется не только снаружи. Вот так теперь выглядит главное помещение для школьников – классная комната. Появились новые доски, новая мебель. Было закуплено 500 новых парт и 1000 стульев. Так что свой будущий учебный год школьники начнут в буквальном смысле по-новому. В мае к большому ремонту подключилась Татнефть, выделив средства на реконструкцию. Работа кипит в каждом уголке школы. Раньше в спортзале были деревянные полы и протекающая крыша. Теперь утепленный потолок, новая система вентиляции и выровненный пол со специальным спортивным покрытием. Прежние белила и зеленую краску сменили голубые тона с легким желтым. Тщательно подбирали цвета, чтобы они соответствовали и со спортивным покрытием, глаз, чтобы радовал, и занятия физкультурой приносили удовольствие и радость для наших детей. Ремонт идет и в малом зале, и в бассейне. В нем заменили плитку на стенах. По современным технологиям будет проводиться хлорирование, очистка воды и ее водоотведение. Глубина бассейна местами изменилась. С прежних 1,10 м до 95 сантиметров. Для того, чтобы ученики начальных классов могли полноценно заниматься спортом и научиться плавать. В отделке фасада по всему зданию были внимательны к деталям. Например, появились эти панели с узорами в виде лилий. Сохранили и все 3 купола гимназии, сделав их зелеными. Общая сумма выделенных на ремонт средств более 400 миллионов рублей. Гимназия, построена в 1996 году, переживает второе рождение. И 1 сентября она готова распахнуть свои новые двери. В них шагнет 1050 учеников 38 классов. С 26 до 30 человек увеличится число школьников в каждом из них. Катерина Машинцева, Нур Залятов, Новости Юго-Востока. И в продолжении темы в Вознакаевском районе идет проверка образовательных учреждений. Испытывают систему пожарной безопасности, электрику, осматривают пищеблоки, спортинвентарь и благоустройство территории. Такие проверки специальная комиссия проводит регулярно. Все ли учреждения готовы к новому учебному году, знает Алла Фахрадиева. Подготовка школ к новому учебному сезону начинается, как правило, сразу после выпускных экзаменов. Все лето идут работы по устранению неполадок. Проверяют сантехнику, электрику, коммуникации. Идет ремонт в помещениях, облагораживание прилегающих территорий. Только в этом году на подготовку к новому учебному году Управление образования выиграло грант на сумму 70 миллионов рублей. В каждой школе, в каждом детском саду, в каждом учреждении дополнительного образования провели текущий ремонт. В 2 пищеблоках, это в 9-й школе и в 3-й школе, у нас заканчивается, уже идут к завершению работы по капитальному ремонту пищеблоков на общую сумму 18 с лишним миллионов рублей. В проверке школ комиссия уделяет внимание каждой детали, проверяют состояние систем противопожарной безопасности, оповещения, соблюдение санитарных норм, то, как идет ремонт внутри и вокруг зданий. Даем 10 минут. Так, каждое свое направление посмотрите, пожалуйста. Внизу собираемся и подытоживаем, а потом уходим в другое учреждение. Чтобы успеть проверить все образовательные учреждения, комиссия разделилась на 5 рабочих групп. Проверки пройдут в 23 школах района, в 2 школах для детей с ограниченными возможностями здоровья, 28 детских садах. На сегодняшний день серьезных нарушений не выявлено, а мелкие недочеты будут устранены в самые короткие сроки. Алла Фахрадиева, Рамиль Исламов, Алмаз Иксанов. Специально для ЮВТ-24. Напомню, что связаться с нами можно через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Пишите, если у вас есть вопрос, пожелание, или вы хотите поделиться проблемой или предложить тему для сюжета. Это еще не все новости. Продолжим после рекламы. И вот о чем расскажем далее.
Каким будет урожай следующего года? Решается уже сегодня. В Заинске завершают уборку зерновых и приступили к севу озимы и ржи. Без риска, но с адреналином. Спортивно-технический фестиваль на юго-востоке республики. От кого зависела победа экипажа и что ожидало команды на финише? На этой неделе Заинский район планирует завершить уборку зерновых культур. Параллельно с уборочными работами аграрии приступили к севу озимы и ржи. Вести с полей подготовила Елена Маврина. Тысяча 100 гектаров озимой ржи предстоит засеять аграриям в 2 агрофирмах района – Заинский сахар и Восток. Работы на площади в 656 гектаров начались 14 августа в агрофирме «Заинский сахар». Работает 3 комплекса К-700, сеялка Демиси, Класк Сирион, сеялка Демиси, Джандир, Демиси сеялка. Механизатор Динар Гизидинов в поле уже 3 сезона. На трактор сел сразу после окончания Нижнекамского агропромышленного колледжа. Сеет рожь на энергонасыщенном посевном комплексе Джон Дир. Техника работает без поломок, так что работа идет без простоев. Техника у нас хорошая. В плане еды нас все устраивает, кормят нас 2 раза. Всего аграриям Заинского района предстоит засеять 17 тысяч гектаров зерновыми культурами. К севу озимой пшеницы приступят позже. На сев озимой ржи 14 августа приступили также механизаторы агрофирмы «Восток». Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. У героев нашего следующего сюжета годы тренировок на дороге. В Лениногорске прошел муниципальный этап республиканского конкурса «Автобабай-2023». В конкурсе автомастерства соревновались самые опытные женщины и мужчины района. Кто показал лучший результат, знает Марина Алтунина. В конкурсе «Автобабай» участие приняли 10 водителей. Однако среди них было всего 2 бабая. Остальные – представительницы прекрасного пола – автоабики. Аккуратность, дисциплинированность и неспешность – эти качества делают возрастных водителей примерными участниками дорожного движения. Стаж за рулем некоторых конкурсантов достигает 40 лет, и все же они не бросают свои любимые автомобили. Основная масса сегодня здесь – это ветераны МВД России по Лениногорскому району. Почему именно среди в основном ветераны? Ветераны нашего отдела часто выезжают в транспортные организации, в школы и проводят беседы с детьми и с водителями нашего района для предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Первая часть конкурса – теоретическая. Для того, чтобы пройти это испытание, нужно было правильно ответить на 20 вопросов. На выполнение давалось 20 минут, однако участники справились гораздо раньше. Один из них – Андрей Яшанов. За его плечами 30 лет водительского стажа. Правила ПДД автолюбитель знает в идеале, поэтому теория далась легко. Из всех участников мужчина самый первый решил теоретические задания без ошибок. Время выполнения заняло всего 5 минут. Понравилось участие в этом конкурсе. Думаю, будем каждый год его проводить и планирую каждый год участвовать. Пусть результат будет улучшаться. Успешно справившись с первым интеллектуальным этапом, конкурсанты отправились на специально оборудованную площадку. Там автолюбители продемонстрировали свое мастерство управления транспортом. Змейка передним ходом, стоянка, стоп-линия. Такие задания конкурсантам предстояло выполнить быстро и аккуратно. По итогам всех этапов конкурса первое место занял Андрей Яшанов. В подарок он получил кубок, набор автомобилиста и возможность представить Лениногорск на республиканских соревнованиях в Казани. Второе место присудили Камилю Утешеву. Третье место завоевала представительница прекрасного пола Виктория Павлова. Марина Алтунина, Роман Богатов. Новости Юго-Востока. Интересно, как конкурсанты справились бы с испытанием, о котором расскажем далее. Спортивно-технический фестиваль прошел в Карабаше. Участникам предстояло преодолеть 150 километров трассы, пролегающей по 3 районам республики – Альметьевскому, Азнакаевскому и Бугульминскому. 30 экипажей стартовали из Карабаша. 2, 1, старт.
30 экипажей из Татарстана и ближайших регионов по очереди начинают демонстрировать навыки фигурного вождения. Задача – проехать по извилистой дороге и сделать это быстрее конкурентов. Дополнительные повороты обеспечивают заранее расставленные конусы. Каждый экипаж состоит из штурмана и пилота. А есть и такие, кто решил испытать себя в нескольких ролях. Марат Гельмудинов был штурманом на прошлом фестивале, а на этом он пилот. Мне понравилось то, что здесь соблюдение ПДД идет, то есть здесь нет таких гонок, здесь нет таких рисков, здесь именно знание местности и правильно прочитать легенду. Легенда на таких соревнованиях – это своего рода карта. И за ее прочтение отвечает именно штурман, а пилот едет по его указанию. В числе вторых и Лилия Кильдюшова. Никогда раньше девушка не участвовала в спортивно-технических фестивалях. Несмотря на дебют, конкуренции с сильным полом она не боится. Как говорится, за рулем нету ни женщин, ни мужчин, за рулем все водители. Лилию привело на соревнования желание проверить свои возможности. Ожидание, в первую очередь, наверное, посмотреть, на что способна сама, потому что 11 лет стажа все равно как-то должны проявиться. Охота проверить себя в внедорожных ситуациях каких-то. Внедорожный участок трассы включал в себя проезд по грунтовой дороге и мелководью. Кроме того, обязательная часть соревнований – прибыть на контрольную точку. Одна из них расположилась в деревне Бишмунча, где для участников марафона подготовили встречу с национальным колоритом. Вся трасса для участников составила более 150 километров и пролегла на территории 3 районов республики – Альметьевского, Азнакаевского и Бугульминского. Елена Бауэр, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Если не успели посмотреть новости в эфире, заходите на сайт. Его адрес almetyevsk-ru.ru. Оставляйте комментарии к выпуску, пишите нам о своих пожеланиях и предлагайте темы для сюжета. Нам важна обратная связь. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.